Вчера получили предупреждение о проведении митинга. Митинг должен был пройти с 13 до 15 часов. Еще раз я говорю, в сквере Гагарина. Значит, все было запланировано. Мы арендовали аппаратуру, арендовали автобусы, бензиновый генератор, чтобы не зависеть от какого-то электричества. Собрали людей. Посмотрите, сколько народу пришло, сколько неравнодушных людей у нас. Наш митинг за расселение так называемого 17-го квартала, потому что я сама житель этого квартала. Живем мы, извините за выражение, в дерьме. Наш митинг сейчас попросту свернули и, значит, придумали, я так думаю, что несуществующую причину, что там в сквере Гагарина какие-то оголенные провода. Здесь много мужчин, которые разбираются в электричестве, и эти провода можно было просто убрать. Нам электричество не надо. Это был просто повод не допустить митинга в преддверии выборов сентябрьских. Поэтому я со всей ответственностью от общественности нашей 17-го квартала, от организаторов митинга, ответственно заявляю, что мы пойдем дальше. Мы еще раз будем отправлять вам, дорогие господа, уведомления о проведении митинга. Мы будем митинговать, пока расселение квартала не завершится в полном объеме, пока все наши требования не будут выполнены, пока наши дети не перестанут плавать в тазиках, пока наши бабушки, инвалиды, по 3 года проживая в жилье без пандусов, не могут выйти из квартир, пока не перестанут рушатся потолки на наших детей, пока наши дети не перестанут играть на несуществующих площадках, да, которых нету. Был вот такой ролик у нас, значит, около Якутской 43, там очень большая лужа, и дети говорят о том, что а мы представляем, что мы на Черном море купаемся, а купаются они, извините, в фекальных водах. Я еще раз со всей ответственностью заявляю, что мы будем дальше продолжать борьбу, и мы не свернем со своего пути. И еще, и призываем жителей других кварталов, которые живут в таких же условиях, пожалуйста, не будьте равнодушными, поддерживайте. Это нужно не только нам, жителям 17, 6 и 2, 4 кварталов. Это нужно всему городу, которые живут в таких же условиях, как жители наших кварталов. Пожалуйста, кто услышит, не будьте равнодушными, поддерживайте. Вот еще можно вопрос. Это вопрос, в принципе, касается депутатов, да? Где были депутаты, да, все это время, и ранее, и сейчас, даже тогда, в настоящее время, когда в случае, что девочка плавала, ребенок плавал в тазике, и бабушка залазила в дом по лестнице, да? Да. Только после уже выхода в федеральные СМИ, после того, только как поручение дал глава Следственного комитета, только все, получается, уже, когда огласка была, вот, и последовала реакция, да? Почему никто, ни окружная администрация города Якутска, ни депутаты непосредственно, которых избирал народ, правильно, по округам, не били тревогу? Вот, как приехал сейчас, только после приезда Делягина, да, который хоть как-то своими силами, но он забил тревогу. На НТВ по всему уже вышла и программа, да, и федеральный канал. Почему не повезли Орешкина, когда приезжал, правильно? А около зала борьбы постояли и поехали. Все хорошо, прекрасная маркиза. Почему не повезли Трутнева непосредственно, который был здесь с 10 по 12 мая? Почему? Это вот вопросы как раз у нас вышестоящим органам. Почему нужно вот так бить тревогу уже, да? Это чаяние жителей. А до этого все знали, но вопросы не решались. И вот эти вопросы, это, естественно, непосредственно уже вышестоящим инстанциям. В первую очередь это депутатам, мэру города и главе Республики Саха-Якутия, столица Алмазного края. Все. Я бы тоже хотела поддержать выступающих и хотела бы сказать, до каких пор мы будем работать пятилетками. Первая программа пятилеткой, вторая программа пятилеткой. Советского времени еще эти пятилетки. Надо отходить уже, товарищи управляющие городом.
Что за пятилетки? Надо пересмотреть эту программу. Так, ребята, сегодня неожиданно у нас во время сбора митинга, мирного митинга, чтобы на нас посмотрела вся республика, в каких страшных условиях мы проживаем. Сейчас 2 месяца осталось, когда наступят холода. И мы с ужасом ожидаем, что будет вот такая вот страшная зима. Потому что земля еще не высохла от весеннего потопа. Мы сегодня так готовились. Хотели провести мирный митинг. Но не по нашей вине в этот митинг свернули. Мне очень стыдно. Ребята, чтобы мы дальше пошли, сегодня расходимся без никаких выкриков. Вы поймите, у нас вся борьба впереди. Дайте инициативной группе набраться сил и терпения, чтобы довести до всего. Я знаю, нас вчера предупредили в МВД. В такое тяжелое время не делайте никаких митингов, потому что идет война. Но у меня брат младший служит на войне. До каких пор? Мне 60 лет. Я сегодня ночь не спала, чтобы вот провести мирный митинг, чтобы людей поняли, услышали. Они нам запретили. Так что, ребята, мы пойдем дальше. Здесь одни женщины стоят. Никто здесь не пришел, чтобы что-то буянить или что-то. Какие-то экстремистские эти лозунги. Ужас, я поражена. Вообще, столько мы готовились, единственные шансы, и нам запретили. Как мы будем дальше жить? Сейчас же наступит осень, ребята. Как в этих гниющих квартирах жить, я не знаю. У меня больше слов нет. Но мы пойдем дальше, чего бы это ни стоило, пока они нас не расселят. А теперь очень прошу жителей 17-го квартала мирно разойтись. Это не по нашей вине. Не случилось того, что должно было бы случиться, чтобы на нас внимание обратили. Понимаете, мы должны быть цивильными людьми. Все равно я скажу, война войной, а деньги на стадионы хотят найти, на 17-м квартале хотят стадион построить. Нет, товарищи, никаких стадионов. Сперва расселите людей, а потом стройте соцкульбыты и всякие разные спортивные сооружения. В первую очередь люди. Да, вот почему-то ИСЭФ не отменяет во время СВО, а митинги проводить, значит, нам запретили. Праздник будут праздновать, также будет народ собираться. Это Тот же самый единственно митинг. направлено именно на то, чтобы этот митинг не дошел до федеральных властей. Республики ездим, ручки жмем. Да, все праздники празднуют. Ребята, все, расходимся, не надо. Это же молодой человек, нам это зачитывал. Пусть он там перед камерой стоит, это Нет, это не из полиции. Ребята, сейчас, сколько бы нам ни было больно, обидно, мы расходимся, иначе у нас попыток митинга мирного не будет. Больше не будет. Расходимся. Но это их проблема. Товарищи, время играет на нас, потому что Делягин отдал все наши просьбы до президента, поэтому за этот период, что нам отменили, перенесли митинг, у нас, может, какая-то еще информация появится. Да. С мертвой точки наш вопрос сдвинется. Да. Мы надеемся. Давайте с плакатами все равно сфотографируемся. Нам нельзя разворачивать плакаты. Даже машину подогнали. Давайте без плакатов, нам нельзя разворачивать плакаты. Это уже митинг. Просто можете поднять и все, что есть. Не надо. Нет, подальше встать корреспондентом. Ну, запретили.
Так, это вот сегодня, 10 июня 2023 года, не сквер Гагарина, а территория перед Центром культуры имени Гагарина в городе Якутске. Вместо санкционированного митинга жителей 17-го квартала вот получился такой небольшой народный сход. С вами была интернет-газета в Якутии.ру. А нет, еще не расходятся, оказывается. Димон, не знаю, я всем скинула. Он где-то там тусил. Димка? Не-не-не, представитель с мэрии, пацан, который запрещал всем все. Возле мэрии нужно Пойдем. Сказали, пока не расходились. Так, кого-то ждут или как? Но пока не буду выключать. на территории сквера Гагарина оголенные провода, вырванная розетка, и проводиться митинг не будет по этой причине, что в целях безопасности людей. А, вот так, да? Да, и даже в двух местах. А кто? Человек представился? Вот он представитель с мэрии. Вот на основании распоряжения окружной администрации города Якутска я являюсь полномочным представителем окружной администрации города Погромче, Якутска, пожалуйста. Ларионов Андрей Степанович. Вот В смотрите. связи с аварией на территории сквера имени Юрия Гагарина я на соответствии с законом 54 на публичных мероприятиях уведомляю организаторов данного мероприятия. А когда она случилась, эта авария? Мероприятие должно прекратиться. Я подходил к одному из организаторов, Захарову Эдуарду Эдуардовичу. Организатор, о том, что я его уведомил о том, что мероприятие прекращается в связи с проведением аварийного территории. Эдуард Эдуардович не расписался и не захотел получать данное уведомление. А почему перед самым мероприятием это произошло все это? У вас распоряжение сегодня 10 июня, у вас распоряжение от 9 июня. Неужели работники городской администрации не могли заранее... Так как мероприятие было заранее... Они же знали 9-го. Вы узнали 9 о том, что авария, вот распоряжение... Аварию тоже заранее планировали? Составляет соответствие с законом. 9 числа. А почему, если митинг был запланирован заранее, да? Получается, авария тоже была запланирована. Конечно, авария была запланирована заранее. Заранее. Она была не запланирована, она была спровоцирована. Они специально это сделали, чтобы не допустить митинг. Заранее вы знали, что будет авария? Заранее до любого мероприятия. А вы что, экстрасенсы, Вот что вы вы аварию говорите, что предвидели? авария. Это, да, естественно, должно быть заранее. А кто предвидел, что это авария? Это распоряжение. Вообще, Да бред вы несете, вы просто несете бред. На форуме не работаете. Все заранее знали, что они 9-го вчера знали, что сегодня произойдет авария. Заранее распоряжение они подписали. Это вчера подписали 9 июня. Для чего мы хотели? Одни ясновидящие у нас сидят в городской администрации. Покажите распоряжение. А с 9 утра никак не могут сделать провода. Эта подпись, это данное уведомление составляется именно уполномоченным. Данное уведомление составляется Числом бумажки покажите, число. Какое число? Какая шапку Я покажите. сфотографировал. Вот еще пусть корреспонденты. Все посмотрели. Это просто распоряжение для организации данной распоряжения. Авария произошла сегодня, а распоряжение вчерашнее у вас. Почему? Это ж надо так. Я ничего не вру, я
Так, все, давайте не будем кричать, давайте расходитесь, все тихо. Я ничего не буду противозаконного. Все, что хотели сказать. Якобы авария была без аварийки. Все, тихо. Вот это поле говорят. А Горэнерго говорит нам, что напряжение только под этим проводом. Якобы там провода идут под спирт. Организация какая? Извините, пожалуйста, а вон там целая площадь, туда нельзя? Почему? Нужно вам подавать новые уведомления. Мы уже 2 раза подавали, вы 2 раза отменяете. Так вы же и тут в следующий раз провода наложите на новом уведомлении. Да, так а откуда они знали, что светофоры почему распознаются там свет? В доме свет горит, вон, смотри, в этом помещении свет везде горит. Банк работает. Сбербанк работает, светофор работает. Что порвало-то? Где у них что порвало? Наверное, на самолете. Доказано том, что я... Если будет какие-то аварии, А где само распоряжение, что авария произошла? Чтобы не было никаких... Акты есть аварии? Молодой человек, акты аварии. А где документы? Были заранее распоряжение о том, что я являюсь... А где документы, что вообще авария произошла? Где акты? Надо было предупредить организацию. Вот вы видите, что авария произошла. Они говорят, что там ничего нету. Или кучку людей, которые там толпится. А чтобы ее отстраняли? Магазины работают, банк работает. Не электрик, поэтому... Я понимаю. В здании даже свет горит вон там наверху. когда будет, вот, когда он скажет, все, давайте соединяйте провода, Магазины, дома. Всегда энергосбыт уведомляет. Отключение. У нас генератор, Сегодня у нас новостях генератор всего- свой. Вот. Сбербанк здесь рядом, получается посмотрите. авария, но все работает. Магазины, рынки, в домах везде Я, к свет. сожалению, не сотрудник. Да это просто запланированная акция, это нужно было Это прикрыться. понятно, но это просто вопрос, Я, как какой уполномоченный будет я ответ. должен- Понимаете, я еще должен раз специально- ответа нет. Нету. Будет- Ответа нет. Будут Даже в лить этом воду. здании свет есть, вон Так горит. я уже сказала, во всех зданиях, во всех магазинах есть свет. Вот. Теперь скажите, пожалуйста, а как же тогда... Секундочку. А теперь скажите, пожалуйста, почему тогда энергосбыт, когда секундочку, вы знаете, какая парковка в домах на 17 квартале, да? А почему же это трагедия? Нет, я просто говорю, да? Вы все знаете энергосбыт. А почему тогда нет ремонта, электропроводки не проводится? Там все висит. А, не к вам. Это сразу все не к вам. Но это все, вот, вы по ремонту. Я только я должен разговаривать с организатором будущего мероприятия. Только бумагу держит и показывает. Он только должен был уведомить, что митинг не разрешается. Он здесь ни при чем. А больше ни на какие вопросы вы не Может ответить, Если у конечно. вас есть вопросы конкретные по норме, Мы все знаем в окружную администрацию, как всегда. ребята дали и сказали. Все. Все, давайте закругляться. Всего доброго, до свидания. Позорище, молодой человек, позорище. Да он-то ни при чем, ему сказали. Ему сказали, Он просто исполняющий. больше на вопрос ответить не может. Конечно, это если авария, почему все работает? Ребята, сейчас автобус приедет, пожалуйста, выезжаем. Сейчас все брызнут нас. Сейчас нас водой загонят. Что дальше мы? Ребятка, на своих машинах расходимся. Коллективную группу, пожалуйста, пожалуйста. Мирный митинг завершается. Большое спасибо за поддержку. Завершается. И мы пойдем дальше.
В чистом поле. А теперь и это уйдет. Все, давайте расходимся. Так, еще раз, это 10 июня 2023 года. Гагаринский округ. Территория перед Центром культуры и современного искусства имени Гагарина. Собравшиеся расходятся. Ага, с вами была интернет-газета в Якутии.ру. Спасибо за внимание.